Мы из ансамбля Гафур Валамадзады. Ансамбль Гульнос. Ансамбль Зебо. Приветствует нас Астана. Ассаламу алейкум, Дагестане, Азизима, Казахстан. Я очень рада, что сегодня в эти прекрасные дни нахожусь в прекрасном городе Астана. Я руководитель государственного танцевального ансамбля «Зебо» Шахло Джалили. Наш ансамбль создан в 2013 году, и мы приготовили очень красивую программу для Казахстана. И уже вот несколько дней мы проводим совместную репетицию с нашими коллегами. И для нас это очень приятно. Мы наслышаны про хореографическую академию «Намад», которой руководителем приходится Айнагул. И вот мы очень рады, что вчера очень близко с ними познакомились. Я в восторге от прекрасных танцев этого коллектива. Очень прекрасные девушки, очень талантливые ребята в этом коллективе. Они с большой ответственностью, можно сказать, и с большим талантом исполняют все танцы, которые им поставили педагоги. Очень красиво танцуют наши таджикские танцы, очень мастерски танцуют свои казахские танцы. И нам было очень приятно с ними близко познакомиться. Я бы хотела в дальнейшем сотрудничать с этим прекрасным коллективом. Я желаю руководителю Айнагул Апе и всему коллективу успехов в этой нелегкой работе, чтобы они процветали дальше, чтобы они нас удивляли еще прекрасными танцами. Я хочу поздравить свою страну с этим замечательным праздником, Днем культуры. Мы этот концерт отмечаем в Казахстане, и мы очень рады. Спасибо. Я очень рад, что в составе делегации нахожусь в Дне культуры Таджикистана в Казахстане, именно в городе Астане. Можно сказать, моя мечта, которой я давно хотел попасть в Астану и выступить здесь, и познакомиться с коллективом искусства, который особенно вот сегодня мы во время репетиции увидели такой коллектив хореографии, которые исполнили таджикские танцы, можно сказать, на высшем уровне. И я желаю всему казахскому народу мира, и чтобы она еще процветала, и чтобы наша дружба длились веками. Я очень рад, что участвую в этом историческом, я считаю, мероприятии, потому что за 31 год независимости наших стран это мероприятие впервые с Казахстаном, потому что был очень нелегкий, трудный путь, но благодаря нашим руководителям сегодня мы можем общаться ближе, обмениваться своим опытом в хореографии, в пении, вообще дружить
тесно во всех сферах. И лично я безумно рад, что вот мы приехали, а самое главное, мы вместе готовились к совместному концерту. Мы очень близко познакомились с танцевальной группой города Астаны. И я думаю, что это совместно наша работа, может, она первая, но совсем не последняя. Много очень задумали проектов. И надеюсь, это мероприятие будет служить очень мощным толчком для наших совместной в дальнейшей работе. Мы сейчас вот здесь обсуждали с балетмейстерами, с дизайнером. Действительно, есть ансамбль «Намад», который мы сейчас смотрим и восхищаемся, потому что есть школа. Это главное. Дети очень красиво, синхронно танцуют. И главное, это все происходит от души. Это, когда человек смотрит со стороны, это видно, что каждый ребенок, он вкладывается вовсю, чтобы показать свое мастерство. Я надеюсь, с них выйдут отличные, может, даже и примадонны балета Казахстана. И мы будем гордиться тем, что мы были одними из самых первых зрителей. Девочки, притягивай больше. Шире, Амина. Вас приветствует Академия хореографии «Намад». Сегодня идет репетиция программы для президентов. Я как художественный руководитель работаю с детьми «Намада». Мне очень школа Академии хореографии с руководительной этой школы Айнагуль. Мне очень девочки понравились. У них очень хорошая школа, постановка. Дети замечательно танцуют. Впервые я работаю с этим коллективом, но я думаю, что это не первый и не последний раз. Хочу отметить о том, что сегодня в Казахстане, в Астане проходят Дни культуры Республики Таджикистан. Это очень отрадно, что наш коллектив, вся наш творческий состав Сагдийской области находится здесь. И это для нас, для наших ребят, хороший стимул. И плюс к этому, что сегодня мы увидели ансамбль хореографического академии «Намад». Танцевали девочки очень высоком уровне, и совместно они с нами выступают. Это очень хорошо, отрадно. Мы очень рады такому совместному труду, работе. И думаю, что такие совместные работы должны быть. Ждем наших коллег из Астаны. У нас в Республике Таджикистан, в городе Ходжанде. Если мы вас увидим у себя, будем очень рады. Я самый счастливый человек в том, что сегодня нахожусь в Казахстане, в городе Астане. Народ Казахстан очень гостеприимный, нас хорошо приняли. Сегодня наш народ Таджикистана в честь Дней культуры и литературы Таджикистана. Мы сегодня приехали, чтобы была дружба между Таджикистаном и Казахстаном. Вот это фестиваль мы организовали и приехали. Увидели искусство Казахстана, как люди здесь живут,
Спасибо нашему многоуважаемому президенту Эмомали Рахмону, то, что он все время с нами. Poyanda bod do'sti Tojikiston va Qozog'iston. Тәжікстан мен Қазақстан арасындағы достық мәңгі жасасын. Salom digar vujudshon az Tojikiston va Qozog'iston. Вас приветствует Академия хореографии «Намат». Сегодня мы с вами находимся на мероприятии, посвященному Дню культуры Таджикистана, которое проходит в столице нашей страны, в городе Астана, на территории Экспо. Сегодня мы вам расскажем о культуре и традициях этого народа. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Ассаламу алейкум! Садокати самими ба шумо! Роҳбарони олии Тоҷикистон ва Қозоқистон! Пешвои тоҷикон ояд ба даргоҳи қазо. Астана гул мекунад чун саргаҳи роҳи қазо. Аз душанбе мерасад пайғоми халқи тоҷдор. Астана пур мешавад аз файзи дасти мевабо. Камбарии халқҳо бодо муборак Астана. Дӯстии бебаҳо бодо муборак Астана. Халықтарнин берекеи елини Астана ва қидди достик Астана. Дӯстии халқҳои тоҷику қазоқ то абад поянда бод. Сейчас мы находимся непосредственно на самой ярмарке. Здесь представлено очень много продукции. Давайте начнем с первого павильона и узнаем более подробно о ней. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать в наш павильон. Можете, пожалуйста, подробно рассказать о вашей продукции? Да, очень приятно, что мы приехали в город Астану. Я здесь второй раз. Мы были здесь в 2007 году, тоже такой в выставку провели. Наш павильон – это Республиканский союз Таджик Матубот. Как у нас в Казахстане Казпотребсоюз, то же самое у нас таджикский Таджик Потребсоюз. Мы из Агдийской области. Мы привезли национальные лепешки, которые пекут на наших разных регионах, городах, селах, деревнях. Вот разные виды. Здесь почти 30 наименований лепешек национальных и 25 наименований восточных сладостей. Каждый из этих производится мастерами, женщинами, мужчинами дома. Есть, которые тандыры делаются на очаге, есть, которые в духовке делают. Вот наверху это национальные флаги Республики Таджикистан и Казахстан. Вот, герб Таджикистана и герб Казахстана. Они делаются в духовке из пшеничной муки. Мастера делают, там целый день готовится. Пекут, потом сверху нарисуют разными цветами вот, орнаменты. Вот это, который у нас называется хлопок, делается тандиры. Это две штуки в одном тандире помещается. Вот это тоже 2 штуки помещается. Это называется кульча. Это из пшеницы наши местные сорта. Это из пшеницы, допустим, других сортов. Это помол идет в мельнице, ручной. Поэтому они немножко черные, они вкусные. Немножко они жесткие, но так и бывает. Есть вот такие другие размеры. Кульча называется. Здесь фетер наш таджикский. Есть вот кунжит, федона, тмин, вот всякими нарисуют. Они вот добавляют, это все полезно. Это патер, тоже делается вот, разные теста, там добавляют, ну, там, допустим, яйца, масло, вот всякие. Вот. Поэтому здесь почти 30 наименований лепешек. Вот здесь есть у нас вот другой размер, тоже национальные лепешки, называется тоже лепешка национальная хазикоджанская. Вот они делаются из местной пшеницы. Это как бы называют пирамида. Здесь 9 штук пирамида. Вот здесь тмин идет. Вот красиво все. Это делается на свадьбах, на мероприятиях таких.
Понятно. Вот здесь, которые наверху белые, это называется чапоты. Чапоты. Да, вот 2 штуки помещаются в одном тандыре, тандыр земной, вот, там делают, вот пекут, все это вот женщина так делает. Это вот то же самое в тандыре делается. Наверху духовка, все это в тандыре делается. Национальный сало здесь у нас, это называется навар. Есть такой корень, приправа, который отвар делают, потом добавляется в другом месте сахар, песок, отвар делают, потом это все мешается и микс ручной делают, его смешает. Получается как пена. Когда пена сядет, вот получается вот такой набор. Это они потом заливают в казан, потом натягивают нитку. Вот это все длинное, это называется нитка. Вот они сами потом прикрепляются к нитке. Сверху вот присоединительный, потом снизу по-другому будет. Вот это парварда называется. Вот это парварда. А это из все чего? Это то же самое. Делается сироп, сахар, там немножко красители, приправа. Ну, это наши умельцы делают. Это формочки такие есть. Вот эта форма другая, вот это другая форма, вот это другая форма. Да, это тоже самое, другая форма. Вот это наверху называется парварда. Это как мука, сахар, песок, потом это все смешают и руками делают, накатывают. Немножко добавляют разные цвета, вот, которые можно, пищевые красители. Вот зеленый, белый, сам по себе он белый, потом добавляют красители, вот зеленый, красный, вот, голубой. Вот, сделать как бы флаг Республики Казахстан и флаг Таджикистана. Использовали да, это, да? Да, как бы получается. Вот. Наверху называется, который кругляшки, это кангаляк. А внутри у них есть арахис, есть ядро миндаля. Разные бывают, разные вкусы. Вот посередине это кунжутные. Это все очень вкусно. Это все делают наши мастера. А теперь вы подскажите, пожалуйста, это все представлено как выставочная продукция, либо же ее будут раздавать, может быть, продавать? Как скажешь, так и сделаем. Потому что привезли, мы друзья, дружба народ прежде всего, так что мы на все согласны. Чтобы мы привезли нашу культуру, наши умельцы делают то, что делают. Да. Все это мы везли. Мы на дороге были 2 ночи, 3 дня. Мы привезли на машину, холодильник, все это. Так что все это мы сделали в Таджикистане. Да. Сделали в Таджикистане, все привезли мы оттуда. Так что мы за дружбу всех народов. Спасибо большое, все очень красиво. Обязательно приходите. Очень вкусно. Мы сейчас находимся в павильоне пчеловодства Сагдийской области. С нами сейчас председатель сообщества пчеловодства. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей продукции. Мы уже 4-й день находимся в Казахстане, столице Астане. Очень гостеприимные люди, очень хорошо нас приняли. Мы сегодня привезли больше 20 тонн качественных горных меда с Сагдийской области и начали торговать, очень хорошо берут. Спасибо всем организаторам, которые здесь организовали. Очень мы довольны, что нас хорошо приняли. Мы будем рады еще, чтобы приехать сюда, привезти мед и торговать. Спасибо. Так, получается, сейчас у вас здесь представлен мед, он одного сорта, да, или разных сортов? Здесь мед, горный мед, хлопковый мед, колючий мед, много сортов здесь меда. Вот это сорт, это живой мед, нарезано и положено в банк с медом. Здесь чистый горный мед, горный. Вот. В этом году собрали. Вот это, который, это мед с орехом, с изюмом и всякие, что полезные продукты есть, это с этой мед. Мед, вот это хлопковый, можно назвать, вот. Вот это пыльца, иммунитет, это очень полезное. Очень полезное. Здравствуйте. Хотели бы у вас подробнее узнать о вашей продукции, откуда она привезена?
Мы работники лесного хозяйства Сагдийской области. Сегодня на ярмарке выставки в городе Астане привезли наши продукции. Все натуральные. У нас имеется варенье из малины, из абрикоса, джем из абрикоса. Еще у нас есть лекарственные растения, то, что у нас в горах растет. А еще у нас мед натуральный, напиток из барбариса. Она тоже лечебный напиток из абрикоса, напиток из шиповника. Вот этот напиток из барбариса у нас растет в горах, только натуральный в составе, без каких-либо ГМО. Она еще и лечебная, она очищает кровь, она понижает давление. А еще есть напиток из шиповника, она тоже натуральная, она нормализует давление. И много чего он помогает. Получается, в Казахстане напитка нет? Нет, мы не видели, нет. Да? Ага. А вы давно этот напиток производите? Почти 6 месяцев получается. Только начали, да? Да, только начали. Мы надеемся, что эта выставка нам даст, что в дальнейшем мы работали с вашими производителями и обменивать. И мы можем поставку на экспорт. Сейчас мы с вами зайдем в самую большую юрту на данной ярмарке и узнаем поподробнее, что там есть. И говорят, что здесь готовят самый большой плов на сегодняшний день на этой ярмарке. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели бы у вас узнать по поводу самого большого плова, как нам сказали, ну и вообще в целом о самой внутренности на этой ярмарке. Что здесь есть? Да, это наш особенный национальный плов, таджикский. Туда входят очень много разного вида мяса. Мясо из баранины, говядины, курицы, сушеное мясо, козы, еще очень-очень много ингредиентов. Вот. И очень вкусный, особенный таджикский плов. А вот скажите, пожалуйста, вот это бараны, мы так поняли, туши баранов, да, висят? Да. Это просто для красоты они здесь висят, да? Это не будут добавлять в плов? Плов уже, в принципе, готов? Да, это уже плов отдельно уже добавили из баранины. А это для красоты, да. Это, получается, у нас висит сушеная козы, да? Или да, что? вот это сушеное мясо, это козы. Это козы. А вот здесь сушеное мясо получается. Получается, здесь висит все то, что добавлено непосредственно в плов, да? Нет, здесь не все ингредиенты. Ага. Здесь не все. Вот с той стороны еще остальные ингредиенты. Здесь вот только козы, сушеное мясо, баранина и овощи. А подскажите, пожалуйста, вот со скольки времени этот плов готовится? Наверное, с самого утра, да, или даже ночью? Знаете, особенный плов готовится немножко дольше, чем обычного. Это займет времени где-то часов 4-5 примерно. То есть он с самого утра его повара готовят, да? Да. Потому что он, естественно, большой. Сколько здесь килограмм, тонн? Здесь 1000 килограмм, тонна. Тонна плова, да? Да. Этот плов, получается, будет как продаваться или просто людям будут раздавать? Нет, будут раздавать всем. Будут раздавать да, просто всем бесплатно, желающим, да, да? конечно будут. Здесь несколько видов естественно, мяса, да, праздничный плов будут раздавать. Сейчас мы с вами пройдем в не менее интересный павильон и спросим об их продукции. Хотели бы у вас спросить просто о вашей продукции. Хорошо. А может быть, чего-то нет еще в Казахстане, что-то у вас, только у вас растет в горах, может быть, или еще где-то? У нас все натуральный, чистый продукт. У нас есть мед, горный, лечебный. Еще у нас есть камни наши. Как вы знаете, Таджикистан это горная страна. У нас все камни, там есть разных видов. Лазурит, оникс, мрамор, это змеевик, амазонит. Еще у нас продукты, еще они тоже экологические, наше производство Таджикистан. Батончики из тутовника, они тоже лечебные и очень полезны для здоровья. Еще у нас есть вот такие
травы лечебные, фиточай есть у нас. Еще наша родниковая вода, соки из шиповника. И потом у нас все эти картинки из камней. Из камней, да? И потом у нас ручная работа, тубетейка, у нас джурабы, очень вот наша, как сказать, ручная работа. Наши мастера, вот у нас еще инструменты, наши национальные инструменты. Это называется рубаб. Но рубаб, оно как комплект. Еще у нас там шерсть есть, этот кашмир, еще это у нас есть там из этих шерсть мы готовим шарфы, шапки, джурабы. Натуральные, все, да? Да, все у нас натуральное, да. А вот подскажите, пожалуйста, вот у вас здесь в баночках белое. Да, это что у нас это? Давайте анзур, сюда пройдем. горный лук. Да, это очень тоже, очень полезный. Это лук очень... растет в горах? Да, в горах, Прям это у нас горах. горный Его лук. никто не сажает, он сам просто он, растет? Да, он сам. Ага. Мы только вот, это называется анзур, очень чем он полезный. Анзур... Для чего вообще он, желательно кушать? Это как закуска, просто, да? Как закуска. Еще он имеет витамин кальций, да, содержит. А вот эта вода у вас, это горная вода, это да? у нас горная вода. Это прям с родника Памир, набирается? Да, аква. Да, это у нас как родниковая вода. Ага. У нас же на Памире у нас много таких вот родниковая вода. Еще есть у нас источники, как лечебные, да. И это у нас Памир аква. Он тоже очень чистый, очень вкусный. А вот этого еще нет в Казахстане, да, вашей продукции? Да, это еще нету. Мы вот хотим, что вот совместно сотрудничество и с Казахстан, Таджикистан, экспорт и импорт, да. Понятно. Мы хотим, чтобы ваши продукты были у нас в Таджикистане и наши в Казахстан. Это как дружеское братство. Сейчас мы вам покажем павильон, где представлены ковры и ковровые изделия. Давайте узнаем подробнее об этом. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, рассказать о своей продукции, о своих коврах? Наше предприятие работает с 1960 года. После обретения независимости в 1991 году наше предприятие все возобновилось. Благодаря поддержке правительства у нас обновлен весь парк технологического оборудования. Выпускаем ковры и ковровые изделия, отвечающие мировым стандартам. У нас очень широкий ассортимент ковров. Мы продаем свою продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешний рынок. Мы в этом году пришли в Казахстан. Уже у нас есть контракт с предпринимателями Казахстана о поставке нашей продукции. Предварительная договоренность — это $3 миллиона годовой объем контракта. В основном у нас разный ассортимент, разные рисунки, которые отвечают и национальным традициям, и сейчас вот этот современный тренд, который идет, мы идем в ногу со временем. Есть дорогие, дешевые, которые представлены для всех слоев населения. Так что я предлагаю, у нас будет 3 дня вот эта выставка, которая приурочена к дней Республики Таджикистан, Республики Казахстан. Я выражаю свою благодарность руководителям 2 государств за предоставление такой возможности, чтобы мы представили свои ковры. А подскажите, вот у вас здесь представлена, это вот ручная работа, да? Вот эти ковры, которые вы видите, это машинный способ. Машины, да. Это ручные ковры, это наше национальное достояние. Они, наверное, очень дорого стоят. Да, они очень дорогие и долго. Вот, например, один маленький ковер вот тут. Вот представлен, да? Да, вот, который он снимает, это год ткет одна ткачиха. Да. Посмотрите, она как делает, вот, работает. Насколько это сложная работа, да? Да, сложная работа. А вообще вот сейчас такие ковры пользуются популярностью? Люди берут ручную работу? Или в основном вот, которые на машинах делают?
Да, люди покупают, но не очень много. Это, На ценителя. да, на ценителя. Вот, Да. вот так. Для, чтоб где-то в уголке висел там ковер ручной работы, который тебе напоминает о там каком-то веке. Да вы что? Да, это говорят, качество очень много лет, говорят 1300, даже 2500. Очень-очень интересно изготовлен. Я думаю, что нам нужно спросить у мастера по изготовлению ножей, что это такое, и вообще узнать о его продукции. Давайте сейчас это и сделаем. Пожалуйста, подробнее расскажите о своей продукции. Сколько лет вы это изготавливаете, как называется? Я занимаюсь этим ремеслом уже почти 50 лет, 48 лет. С детства я был у отца, отец занимался этим, он мастер по изготовлению ножей. У нас это династия. Мой отец, дед, прадед этим занимался. Как мы знаем, уже 350 лет, как продолжает наша традиция. У меня 6-е поколение, у моего сына 7-е поколение по этим ремеслам. Хочу вам сказать, что мы рады присутствовать здесь в Дни культуры Таджикской Республики в Казахстане. Очень хочется, чтобы показал казахам свое мастерство, свое искусство. Это вот ваши национальные узоры, это все вы собственноручно выбиваете? Да, все делается вручную. Да, это ручная работа. И сколько примерно на такой средний один нож у вас уходит? Есть, которые ножи за $10, за $5, есть за 150, 200 больше. А какой самый такой сложный нож в изготовлении по неделями, месяцами вы его делаете? Такие, вот видите, какая работа, какая обработка. Тут работал мой сын один по профессии ювелир, другой медник. И вот они работали вместе. Я и с двумя сыновьями работали, вот сделали такую вещь. Долго делали? Да, это за 3 месяца. Да. Это, видите, вот ювелирная работа, медник работал, и вы тут видите ювелир. Это хорошая работа. Но хочу, чтобы были такие ножи везде, мои ножи. Да. Только что у меня брал вот ваш президент нож для использования. Я никогда бесплатно не беру, я все, даже на наших выставках в Казахстане я всем плачу. Получается, теперь у нашего президента есть ваша продукция, да? Да, я рад, что мой нож у них. Можно, хочу вам тоже к нам приезжайте и будете гостями Таджикской Республики. Все, большой вам рахмет. Концерт уже начался, за которым наблюдают главы 2 государств. Мы познакомились с культурой и традициями Таджикистана, узнали много нового о их продукции, чего нет на нашем рынке. А сейчас хотим вам показать закулисье. Что же делают, интересно, наши артисты, выступающие сегодня на этом концерте. Как подготовка, девочки? Классно. Как настроение? Хорошее, отличное. Все готовы? Да. Вы уже выступали или еще нет? Еще нет.
Так, а какие танцы сегодня будете показывать? Сейчас две потанцовки казахские, вечером таджикские. Ну, удачи вам, хорошо вам выступить. Как подготовка, как настроение? Настроение все хорошо. Подготовка как? Хорошо, готовы. Все хорошо. Как называется ваш танец? Наш танец. Да, что это называется? Вода. Да. Ансамбль «Фалак». Как называется ваш ансамбль? У нас нет ансамбля, мы просто модели, девушки-модели. Они показывают национальную одежду. Это называется платье такое, сверху халат, вышитый вот золотистыми узорами, бусами. В начале концерта у нас была сценическая постановка. Сейчас давайте спросим у актеров, какие эмоции они испытали и вообще, что они скажут по поводу этого мероприятия. Саламет себе. Хотели бы у вас спросить, как вам концерт, как ваша роль Абая Кунанбаева, и хотели спросить вас, актер ли вы, отсюда вы, из Казахстана, или, может быть, вы приехали из Таджикистана? Саламатсыздар ме? Иә, бүгін өте керемет кеш болып жатыр. Екі елдің достығы, Тәжік елі мен біздің Қазақстанның достығы, соған байланысты үлкен керемет мереке өтіп жатыр. Соның басында біздің екі елдің достығын білдіретін театралды көрініс болды. Біз соған қатыстық. Біз енді өзіміздің халқымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбаевты көрсетіп жатырмыз. Олар өздерінің ұлы ақындарын, өздерінің ұлы тұлғаларын көрсетіп жатыр. Мен өзім осында Әзірбайжан Мәмбетов атындағы комедия және драма театрының актерімін. Біз жергіліктіміз. Бізді бұл кісілерге арасына, осы концерттің арасына қосқанына өте қуаныштымыз. Керемет сәттілік бұларға. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға, осы екі елдің достық қарым-қатынасы нығая берсін. Бізді осы Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрының актеріміз бізге ұсыныс түсіп, Мұхтар Әуезовтің енді жастау кезін ойнадым. Айбол ағамыз Абай Құнанбаевты ойнады. Кішігірім театралдырған сахна болды. Соны ойнап шықтық. Бәрі ұнады ма сізге? Иә, керемет кеш болып отыр. Енді плов жегіміз келіп отыр. поянда бод дӯстии Тоҷикистону Қазоқистон. Тәжікстан мен Қазақстан арасындағы достық мәңгі жасасын.